Поездка депутатов Народного собрания в Галский район началась с совещания в администрации. На встрече с главой района Тимуром Надарая был обсужден широкий круг вопросов, в том числе процесс паспортизации жителей района, а также выдачи им вида на жительство. По словам Тимура Надарая, есть категории граждан, которые уже несколько лет не могут получить документы. По его мнению, процесс выдачи вида на жительство тем, кто не родился в Абхазии, но проживает тут долгое время, необходимо упростить. 10 лет человек живет, и мы говорим, иди за разрешением на проживание. Он говорит, я 10 лет здесь живу. Даже больше. Это не гражданство, а это вид на жительство. А мы говорим, если ты 10 лет здесь живешь, получи сразу вид на жительство. А для тех новых, которые приезжают сейчас, скажем, да, это они не под эту категорию не подходят. Они же 10 лет не живут. Есть, которые 5 лет прожили, они тоже не подходят. Такие тоже у нас есть. Они обращаются за разрешением проживания. А если он регистрировался, у него есть основания, работает, да, где-то там, представить, что он работает, что он 10 лет здесь живет, зачем ему мучать на разрешение на проживание? Депутаты, в свою очередь, отметили, что этот вопрос неоднократно обсуждался и в парламенте. По словам Леонида Чамагуа, проблема требует детального изучения. Более того, необходимо еще раз проверить списки тех, кто сегодня стоит в очереди за получением вида на жительство. Об основной проблеме нам сказали, это некоторые пробелы, да, в законодательных актах, которые связаны с тем, что некоторые из граждан, их здесь вот по данным почти 2500, да, 2500 человек, которые не рождены на территории Гальского района, но проживают здесь еще с тех советских времен и не могут получить, да, просто потому что сказано, родившиеся на территории Гальского района, значит, надо писать на территории Абхазии или Советского Союза. Мы слышали ваши предложения, мы думаем, мы их увидим в письменном виде. Проработаем их с юристами. Если эти изменения позволят облегчить положение жителей Гальского района, я думаю, в депутатском корпусе будет понимание того, что это нужно сделать. Затем депутаты побывали в таможенном управлении Галского района. Руководители различных отделов управления имели возможность лично пообщаться с народными избранниками. Далее делегация отправилась в сторону нижней зоны района. Первой их остановкой стал контрольно-пропускной пункт в селе Батайгуара. Это один из 3 пунктов пропуска, который был закрыт 2 года назад. Сейчас здесь несут службу российские пограничники. По словам таможенников, после закрытия поста было зафиксировано несколько случаев незаконного вывоза товара на территорию Грузии. Таможенные службы Абхазии совместно с пограничниками стараются пресекать подобного рода правонарушения. Под видом как бы для личного пользования перевозя, как-то аккумулирует, потом какую-то часть использует для коммерческих целей. Ну, для этого случая у нас, говорит, есть своя служба, подразделение, которое мониторит как бы ситуацию, и выявление есть. У нас вот изъятия были большой партии минеральной воды. Помимо этого, вот совершенно недавно изъяли вещи, там тапочки какие-то были резиновые, да. Ну, то есть, ну, в любом случае, человек таким образом создан. Он, если даже какие-то ограничения есть, он пытается обходить. Наша задача так более тщательно над этим надзирать все. В числе закрытых и контрольно-пропускной пункт Табая-1. На его закрытие здесь проходили в среднем около 600 человек в день. Теперь же жители близлежащих сел, чтобы попасть на территорию Грузии, для начала добираются до КПП Ингур. Но вместе с тем проблем с общественным транспортом здесь не возникает. Со дня закрытия пункта пропуска жителей возит автобус. Однако и такое положение дел не устраивает местных жителей. Они объясняют это тем, что дорога занимает много времени, да и проезд дорогой. И урожая нету, и дорогу закрыли, и очень трудно у нас. До Ингурского моста ходит, но дорога дорого. 100 рублей стоит. Ну, потом дальше, через мост. Надо поехать, приехать, и 20 лари надо, только на дороге. Здесь наши модули стояли, и здесь самодельный, вот видите, деревянный настил был, то есть пешеходный переход здесь находился. Здесь же получается, напротив поста очень большое количество деревень и очень больших. И перемещение людей было, то есть им было просто, они приезжали прямо сюда, переходили, там продукты, не знаю, кто что для дома, там, может, бытовую технику какую-то там. Было просто.
Депутаты выслушали мнение местных жителей и пообещали, что в ближайшее время они обсудят этот вопрос. Депутаты побывали и на КПП Атовая-2, на котором также несут службу российские пограничники. Таможенный пост Ингур стал последней точкой депутатской проверки. В среднем в день через границу проходит около 3500 людей. В их числе жители Галского района, граждане Абхазии, получившие пропуск в службе государственной безопасности Абхазии, и иностранные граждане, оформившие визу. По словам сотрудников пограничной службы, поток людей, переходящих к КПП Ингур, со дня закрытия остальных пунктов увеличился на 50%. Что касается товарооборота, то через абхазо-грузинскую границу можно перевозить товары только для личного пользования. У нас единственное, что разрешено, вывоз официальный, то есть есть указ президента о начале оформления ореха, то есть на вывоз из Республики Абхазия в Республику Грузию. Таможенный пост Ингур сегодня не оборудован всей необходимой техникой. Нет программного обеспечения, которое позволило бы держать связь с остальными таможенными пунктами. Нет возможности полностью контролировать весь объем провозимой продукции. Более того, капитальный ремонт на территории таможенного поста не проводился за все послевоенное время. Проблем много, и ситуация на границе хоть и более-менее упорядочена, тем не менее здесь немало еще средств нужно вкладывать для того, чтобы именно нашей второй абхазской стороной контролировать и поток граждан. И вы сами видите, в каких условиях работают наши пограничники. Да, это гораздо лучше, чем то, что было лет 10 назад, но работы еще очень много предстоит. Проблем действительно немало, но мы можем констатировать, что и изменения положительные в Гальском районе происходят. Мы можем сказать, что есть вопросы, которые касаются непосредственно деятельности парламента, в частности, реализации закона о правовом положении иностранных граждан. Были подняты вопросы, связанные с необходимостью внесения поправок и дополнений к этому закону. Конечно, эти все моменты найдут отражение в тех инициативах и предложениях, которые поступят от администрации Гальского района. Мы, как депутаты, внимательно с ними ознакомимся. Все эти проблемы необходимо решать в ближайшее время, отметили депутаты парламента. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.